Приветствую вас в студии на открытом воздухе. В эфире программа Ice News и я, ее ведущая Саргылана Неустроева. Сегодня в эфире. Трансляцию молодежного фестиваля «Мусустар» проведут на телеканалах Якутия-24 и НВК «Саха». Вырубленный лес предложили компенсировать посадкой деревьев в городах. В музее-заповеднике «Дружба» начался весенний туристический сезон. Перспективы развития транспортной системы Арктики обсудили на пленарной сессии делового форума «Порты Арктики» в Архангельске. Так, Якутия представила проект создания глубоководного порта-хаба в районе села Найба на акватории Северного морского пути. Строительство нового терминала предусматривает расширение границ порта Тикси. Кроме того, республика выступила с инициативой организовать в Тикси арктический научный центр, где будет базироваться научно-испытательный полигон для всех арктических видов техники и технологий. Есть бухта Найба, и мы активно занимаемся этим, поддерживаем и очень интересуется Росатомфлот этим. И если будет создан глубоководный причал, то это, конечно, обеспечит более надежную обороноспособность, в чем заинтересован Северный флот, и, безусловно, делает практическим возвращение северного завоза через Северный морской путь, Малый Северный морской путь. Вырубленный лес предложили компенсировать посадкой деревьев в городах. Такую идею высказали на встрече министра природных ресурсов и экологии Александр Козлов с членами комитета Госдумы. Если в области, где много лесов, появится еще кусочек в 1/1000, никто и не заметит. А если в конкретном парке, конкретных дворах появится озеленение, это будет заметно, сказал Козлов. Приложение «Ранвиз Зипи» якутской компании «Ранга» вошло в десятку лучших проектов, представленных на всероссийском конкурсе по поиску креативных идей для ведения здорового образа жизни «Ты в игре». «Ранвиз Зипи» – это беговой трекер с интерактивным питомцем, для которого физическая активность пользователя является энергией. Компания защитит приложение перед экспертным советом конкурса в начале апреля текущего года. Всего на конкурс было подано 2500 заявок. Победитель получит 1 миллион рублей на развитие проекта. В музее-заповеднике «Дружба» начался весенний туристический сезон. Музей был основан в 1987 году на месте первого якутского острога, построенного в 1632 году. Центральный объект комплекса – реконструкция Спасо-Зашиверской церкви с надвратной колокольней. Еще с начала февраля этого года возобновили работу горнолыжной базы в Ленском районе. Это дало толчок развитию не только туризма в Ленске, но и спортивной деятельности. О том, как открыли долгожданный сезон любители зимних видов спорта, смотрите далее. На горнолыжной базе даже в середине недели многолюдно. Здесь пришли те, кто любит отдыхать с ветерком. В этом году любителей спорта порадовала обновленная горнолыжка. Еще летом здесь началась модернизация. Разровняли склоны и установили 2 новых подъемника. Спортивный склон разделили на 2 половины. Слева учебный, где могут тренироваться новички, а справа уже для спортсменов. Ева, несмотря на свой возраст, уже не новичок. Сколько лет тебе было, когда ты стала на лыжи? Мне было 3 годика. И я прошла 2 километра, на таких обычных лыжах. Вот сейчас поздний вечер, ты уже занимаешься сама. С каким настроением ты сюда приходишь? Я всегда с радостью прихожу, мне всегда тут интересно, и мне очень нравится заниматься лыжами. Что больше нравится заниматься? Это для здоровья хорошо, и очень прикольно и классно. Олегу больше по душе экстремальный вид спорта. Сноубордисты отмечают, в этом году как никогда с нетерпением ждали снега, чтобы открыть долгожданный сезон. Физические занятия на свежем воздухе – это прекрасно. Скорость. Мне с женой раньше ходили по лесу на классических лыжах. Мне не нравится. Мне больше нравится скорость с горы катиться. Из районного бюджета на эти цели выделили 10 миллионов рублей. Теперь лыжникам и сноубордистам Ленского района не надо выезжать на сборы в Мирный.
Администрация района сделала все возможное, чтобы Ленская лыжная школа добилась результатов. Сама лыжная база была построена, то есть здание, в 2008 году. В 2009 году я пришел сюда на работу. Вот. И с 2009 года мы потихоньку начали развивать горные лыжи здесь. Организаторы отмечают, в этом году наплыв посетителей очень большой. Как и в прошлом году, согласно распоряжению главы Ленского района, коньки, лыжи и сноутюбинги выдаются бесплатно. На горнолыжной базе по вечерам особая атмосфера. Новое освещение придает этому месту особый шарм. Здесь минчане отдыхают душой и телом и даже читают стихи. Давай пойдем кататься с горки, ловить снежинки полным ртом, а скучным, грустным человеком побудем как-нибудь потом. Друзья, это был первый день в городе Ленске. Сегодня мы познакомились с очень интересными и активными людьми. И мы с Русланом решили к ним присоединиться. Ну что, друзья, я думаю, такого не делал никто. По крайней мере, в Якутии 24. Привет из Ленска! Доброе утро! Доброе утро, Якутия! Телеканалы «Якутия-24» и НВК «Саха» покажут прямую трансляцию фестиваля «Мусустар». Так, трансляция пройдет с 19:15 до 22:15 по якутскому времени. В прямом эфире зрители смогут увидеть ледовое выступление с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой, концерт музыканта Ливана Горози и световое шоу дронов. Кроме того, в рамках фестиваля организуют телемост с городами Якутии, а также с Москвой и Санкт-Петербургом. Перейдем к прогнозу погоды на ближайшие сутки. Сегодня в Якутске преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 27, минус 29 градусов. Днем минус 10, минус 12. На территории республики небольшой, местами умеренный снег. В Заречье, на северо-востоке и севере минус 34, минус 39. Днем минус 3, минус 8 градусов. В северной части минус 9, минус 14. На западе, юге, а также в центральных районах на 27 марта синоптики прогнозируют 0, плюс 5 градусов. Местами минус 1, минус 6. Это были самые холодные новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До встречи.